Открывая пресс-конференцию, лидеры блока оппозиционных сил еще раз заявили о том, что их работа базируется на программе «Аслан-Абжани», отсутствие которого не стало поводом отступления от политической борьбы и раскола внутри оппозиции. С самого начала общенациональное движение было создано во главе с депутатом парламента Асланом Георгиевичем Абжани. Амцахара является частью общенационального движения. Общенациональное движение поддерживает данное решение. И в будущем ОНД перейдет на работу как предвыборный штаб Алхаса Квицини в положенное законом время. Руководитель политической партии Амцахара Алхас Квицини коснулся и темы общественно-политической ситуации в Абхазии, особо отметив события последних дней. Вы видели, какие процессы происходят в последнее время. Буквально вот в течение месяца сколько происшествий происходит уже в республике. Власть должна с этим бороться. Вопросы журналистов в основном касались предвыборной кампании, которая стартует уже совсем скоро. Работа штаба кандидата в президенты Алхаса Алексеевича Квицини будет настолько красивой и ювелирной, так выражусь, да, многим придется позавидовать в этом плане. Могу смело это сказать, потому что все будет построено на открытости, на конструктивизме, на реальных предложениях, на реформах, именно вот предложения в виде реформ. Как заявляют лидеры оппозиционного блока, их первостепенная задача – объединение народа Абхазии. В будущем, в случае их победы на президентских выборах, они будут придерживаться этой идеи при выстраивании кадровой политики, опираясь на профессиональные знания, не обращая внимания на политические взгляды. Мы стараемся и в команду уже привлекать людей из других политических общественных организаций. Это вы видите наглядно, и сегодня тоже. Мы, то есть, не, как вам сказать, не пустыми словами апеллируем, а действием. То есть мы стараемся людей объединить и не делить. Мы должны объединять всех и подходить при подборе кадров с точки зрения их профессионализма и компетентности в той или иной сфере. Достижение устойчивого развития страны возможно лишь при политической стабильности и улучшении криминогенной обстановки. Для этого во многих сферах, особенно в правоохранительных структурах, необходимо провести реформы, считает депутат парламента Дмитрий Дбар. Нужно пересмотреть весь штат правоохранительных органов. Нужно добиться добавления зарплаты обязательно. Без этого люди работать не будут и не будут честно выполнять свои служебные обязанности. Нужно произвести серьезную чистку в правоохранительной системе, потому что мы сами видим, к чему приводят недобросовестные кадры, которые работают у нас в правоохранительной системе. В ходе пресс-конференции лидеры оппозиционного блока ответили и на многие другие вопросы. Кроме того, в рамках встречи с журналистами было официально заявлено, что в качестве вице-президента с Алхасом Квицини на выборы идет депутат парламента Дмитрий Дбар.